Разрешите начать прием по случаю национального праздника Японии, дня рождения Его Величества Императора. Звучат гимны Японии и России в исполнении генерального консула Японии в городе Хабаровске Фукусима Масанори. Разрешите предоставить слово генеральному консулу Японии в городе Хабаровске Фукусима Масанори. Уважаемые дамы и господа, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за то, что пришли сегодня на прием в честь дня рождения императора Японии. 23 февраля Его Величеству императору Нарухито исполнится 60 лет. Сердечно поздравляя Его Величество, хочу пожелать ему крепкого здоровья. С восхождением Его Величества на трон 1 мая прошлого года завершилась эпоха Хэйсэй, продолжавшаяся более 30 лет. И наступила новая эпоха – Рейва. Таким образом, сегодняшний прием в честь дня рождения императора является первым приемом в эпоху Рейва. Спасибо. Юбилейный мероприятие. И, как говорится, время летит очень быстро. И уже прошло больше года с того момента, как я вступил в должности генерального консула Японии в городе Хабаровске. За это время я много езжу по регионам нашего консульского округа. В моем консульском округе есть 7 субъектов, поэтому очень занят был. Зато получилось очень много. И я ощутил, какое важное значение он имеет для японо-российских отношений. Примерно
географическая близость к Японии и региональное разнообразие дают большие возможности для развития сотрудничества во всех сферах. Конечно, в настоящее время японо-российские отношения неуклонно развиваются благодаря усилиям лидеров наших государств. Однако для того, чтобы достичь настоящих дружеских отношений между странами, необходимо достижение полного взаимодоверия на уровне народа. Япония и Россия объявили 20 и 21 годы годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. В ходе реализации, спасибо за аплодисменты, это лидер наших государственных решений, я не решил, я немножко помог. И в ходе реализации этого года обменов будут проводиться различные мероприятия, которые позволят активизировать связи между регионами наших стран. Я твердо убежден, что это будет способствовать углублению взаимопонимания между нашими народами. Дамы и господа, спасибо. Дамы и господа, как и в прошлом году, мы решили совместить прием с церемонией вручения почетной грамоты министра иностранных дел Японии. Эта награда присуждается иностранным деятелям, имеющим значимые заслуги в развитии отношений с Японией. В прошлом году ее лауреатами стали 206 человек и 63 общественные организации со всего мира. В нашем консульском округе лауреатами стали 3 человека. Соболева Наталья Сергеевна и Коньякова Горбачев Николай Владимирович, не стесняйтесь. Госпожа Соболева является создателем Центра японской культуры Хаманасу в Ванино. На протяжении многих лет она вносит вклад в развитие побратимских связей между Ванино и городом Исикари префектуры Хоккайдо, а также в дело упокоения душ усопших японских граждан. Господин Кон Инхва на посту руководителя Забайкальского краевого отделения Общества России и Японии вносит вклад в углубление взаимопонимания и развития дружественных связей между Японией и Забайкальским краем. Он также работает над расширением двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. Он большой бизнесмен. И господину Горбачеву мы уже передали почетную грамоту в прошлом году в Иркутске. А сегодня пригласили его на церемонию. Аплодисменты. И он награжден за многолетнюю деятельность по укреплению дружественных отношений между нашими странами. Господин Горбачев вносит большой весомый вклад в развитие связей между Ангарском и городом Комацу префектуры Исикава. Я выражаю искреннее уважение заслугам вышеназванных 3 лауреатов и желаю им успехов в дальнейшей деятельности. В заключение я хочу выразить искреннее пожелание, чтобы отношения между Японией
и регионами Сибири и Дальнего Востока России неуклонно развивались и содействовали укреплению отношений между Японией и Россией в целом. Спасибо за внимание. Сейчас прочту. Действительно, это на японском языке написано. Сейчас я прочту перевод. Отчетная грамота. Госпоже Соболевой Наталье Сергеевне, награждаю вас за высокие заслуги в деле углубления взаимопонимания между Японией и Россией. Благодаря предпринимаемым вами усилиям сделан весомый вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Примите эту награду вместе с моими заверениями в глубоком к вам уважении. Министр иностранных дел Японии Таро Коно. И подарок от министра, от меня побольше. Дальше. Отчетная грамота. Господин Коньеква. Награждаю вас за высокие заслуги в деле углубления взаимопонимания между Японией и Россией. Благодаря предпринимаемым вами усилиям сделан весомый вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. Примите эту награду вместе с моим заверением в глубоком к вам уважении. Министр иностранных дел Японии Таро Коно. И подарок, не забудьте подарок, от министра, от меня побольше. Вечер, уважаемые дамы и господа. Я благодарю японскую сторону министра иностранных дел и представителей консульства и генерального консула за высокую честь, которую оказали мне, вручая эту грамоту. Но я хочу сказать одно. Я не считаю, что это только моя награда. Если бы не мои коллеги в Исикари, Саппоро, Токио, других японских городах, если бы не Генеральное консульство Японии в Хабаровске, без их поддержки, без их внимания и заботы вряд ли бы что-то получилось. Еще большое спасибо тем, кто помогал нам на нашей дальневосточной земле. Я хочу поблагодарить таких людей, как Галина Никитична Потапова, как Марина Кузьмина из города Комсомольска, и мой коллектив, без которого бы я не смогла ничего этого сделать. Поэтому я считаю, что эта награда наша с вами общая. И так я и передам Ванина. Спасибо вам большое. Я знаю, что мы еще сделали не все. Еще многое предстоит, но мы приложим все усилия, постараемся, чтобы укрепить еще больше дружеские отношения между Россией и Японией. Спасибо вам большое. Спасибо. Слово предоставляется господину Кон Янхва, представителю Читинского отделения Общества дружбы Россия-Япония. Добрый вечер, уважаемые друзья. Наталья, выступая, в принципе, высказала те же слова, те же эмоции, которые меня тоже наполняют. И я не буду повторяться, и поэтому хочу единственное сказать. Действительно, вот когда приезжаешь в консульство и видишь отношения коллег к нам, знаете, иногда кажется, что мы, как ученики, стоим и слушаем, и пытаемся вернуться в свои территории и попробовать что-то сделать. Наверное, что-то получается, раз награждают, я так понимаю. А с другой стороны, действительно нужно сказать, что еще много предстоит сделать для того, чтобы действительно на высоком уровне, как
Фукусима-сан сказал, что там делается, а вот мы через нас, через общество должны, наверное, укреплять именно народы Японии и России. Я одно хочу сказать, поблагодарить свою маму, потому что она у меня японка, и вот она в 49 году родила меня. И я очень благодарен этому, и что я продолжаю, и, наверное, сегодня она бы очень обрадовалась. Поэтому давайте вместе будем делать для того, чтобы наши народы укреплялись, и дружба была навечно. Спасибо. Добрый вечер, уважаемый господин генеральный консул. Я представляю интересы той территории, которая так исторически сложилась, это Иркутская область. Взаимоотношения десятки лет, когда разные были у нас отношения с этой страной. Но благо последние, наверное, лет 30, идет такая динамика развития и понимания, кто мы на этой земле. Россия, Япония, российский народ, японский народ. И вот эта народная дипломатия, которая складывается многие годы, сегодня все растет и развивается шире и шире. Большущий вклад в это развитие, наверное, делает в большей степени, может быть, вот Министерство иностранных дел Японии, конкретно корпус консульский. Это большое дело, сближение двух народов. Искренне благодарю за высокую оценку моей деятельности на этом общественном посту. Надеюсь, что мы еще вместе принесем большую пользу в взаимопонимании, в проникновении культуры двух народов – России и Японии. Благодарю всех.